5 октября – День учителя. Наша страна будет отмечать День педагога, с чем мы и поздравляем всех учителей нашей страны. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Математическая школа номер 1» имени академика Хамзата Ибрагимова Ахмед Ламаркаев. Народный учитель 2022. Машо. Да, Машалама. Разрешите поздравить перед началом нашего разговора с Днем Учителя в лице вас, всех учителей Чеченской Республики и нашей страны. Успехов вам и удачи. Наши поздравления. Спасибо, благодарю. И переходя к нашему разговору. Казалось бы, банальный, простой вопрос. Но и все-таки, сколько лет вы обучаете детей русскому языку и литературе? Если говорить округленно, то длится это мое педагогическое, назовем его, путешествие где-то 10 лет. 10 лет? Да. И все 10 лет вы преподаватель русского языка и литературы? Да. 10 лет. А 10 лет – это много, мало для вас, для учителя таких предметов? Ну, сейчас время очень быстро идет. Так. Считать не успеешь. В самом начале я сказал около, поэтому... Около? Да. Подчеркиваю. Да. Извини, что я на «ты». Я имею такое Конечно, право. конечно. Так, прошу. Поэтому я не могу как-то сказать, что это слишком большой срок или слишком маленький. Все относительно. Ну а для вас? Для меня это слишком быстро прошло. 10 лет они для вас слишком быстро прошли. Вы не Конечно. успели понять, много или мало или много? Да. Наверное, пойму где-то спустя 20 лет. Если все-таки буду к этому времени учителем. Хорошо, ну а почему вы выбрали, извини, почему ты выбрал именно школу? Почему стал учителем? И так увлекся русским языком и литературой. Вот почему русский язык и литература? Ну, изначально, Ламаев, я планировал быть в ваших рядах, то есть я поступал на журналиста, однако там не срослось, и, скажем так, как говорится, профессия выбирает человека, а не человек профессию. И в школу я приходил где-то на месяц, то ли до конца четверти, точно сейчас уже не помню, но на долгие сроки я не приходил в школу. Но понравилось и остался. А журналистика, видимо, это уже не мое, это дело других людей в лице вас, Ламаев. А когда вы поняли, что журналистика не ваше дело? Когда вы в школу приходили? Да, у меня был такой небольшой опыт. Я приходил на телевидение. Мой опыт длился несколько дней всего лишь. Я понял, что это не мое. Понятно. А что тогда для вас значит быть педагогом? И вообще, что значит быть педагогом сегодня? Ну, учитель – это слово многогранное. Это и товарищ, друг, наставник, защитник. Поэтому говорить, что учитель просто учит или воспитывает, нельзя, поскольку это слово всеобъемлющее. И, ну, если говорить субъективно, для меня быть учителем – это значит в первую очередь быть преданным детям. Это не общепринятые принципы? Это субъективно. Я и говорю, для вас они тоже общепринятые принципы. Да. А если говорить субъективно, что именно для вас, вот кроме этих общепринятых принципов? Ну, для меня это первостепенно важно. Быть преданным детям. В первую очередь они, а потом я уже. Понимаем. Какие профессиональные и личностные ценности современного учителя должны быть у современного педагога? Тогда так поставлю вопрос. В первую очередь, наверное, чувство эмпатии, умение ставить себя на место ребенка, всегда понимать, слышать и слушать, потому что нередко учитель становится для ребенка и родителем, поскольку дома он, возможно, и не найдет. Не всегда, к сожалению, бывает так, что ребенка дома понимает. А вот учитель, он обязан это сделать, поскольку в противном случае никакого контакта не будет, а если нет контакта, то и учебный процесс, образовательный процесс, он застопорится. То есть учитель должен себя ставить на место родителя в процессе образования? Нет, не на место родителя, он должен слушать и слышать ребенка. Как родитель? Да, и как родитель тоже. И как педагог? Да. А где тут больше чего должно быть?
Но я не скажу, что больше должно быть что-то, но учитель в первую очередь учитель. Мы не должны забывать об этом. Да. Поэтому Но больше, наверное, все-таки не учитель, надо если забывать, ставить что такую и дилемму. родители играют одну из важнейших. Конечно, Правильно? конечно, конечно. И как тут у вас связь с родителями? Вопрос ко мне или К вам к общим вопрос, как учителям? учителю русского языка и литературы. Конечно, она очень хорошая. По крайней мере, я стараюсь, чтобы она была очень прочная связь. На чем ставите свои отношения с родителями? На чем я ставлю Часто отношения? приглашаете в школу? Нет, я не сторонник, потому что нередко ребята стесняются в присутствии своего родителя ответить и так далее. Поэтому ставить неловкое положение ребенка, ну, наверное, это не совсем правильно. Поэтому я просто держу в курсе. Я понимаю, что я учитель, но при этом я понимаю, что родитель должен быть в курсе образовательного процесса. Если ребенок не успевает, я должен об этом сообщить. Я должен быть честным не только по отношению к ребенку, но и по отношению к родителю. Поскольку, допустим, такая ситуация у нас, ребенок плохо учится, я, как человек, у которого есть эмпатия, который слышит и слушает, как мы уже говорили ранее, ребенка, я ничего не сообщаю родителям, однако в конце ребенок получает плохой результат. И родители говорят: а почему вы нам не сообщили? Мы бы постарались вам помочь. И в этом случае виноватым оказывается кто? Учитель. Поэтому Учитель. Он должен быть честным, и связь с родителями, она обязательна. Это ваш личностный подход? Или общепринятая какая-то система? Не скажу за всех, но многие это практикуют. А вам это помогает Конечно. в вашей работе? Как человек, который готовит к выпускным экзаменам, конечно, это мне помогает. Хорошо. А понимаете ли вы ту огромную ответственность, которая возлагается на педагога, когда тысячи школьников стараются с вас брать пример? Согласитесь, не пугает это? Такая ответственность. Нет. Вы об этом думаете? Конечно, думаю. Конечно, И? думаю. Антон Семенович Макаренко, выдающийся советский педагог, когда-то дал обет безбрачия. Ну, мы с вами понимаем, что идея не самая хорошая, но его дети, которых он обучал, которым он помогал и для которых он был всем, начали брать с него пример. Они тоже стали давать обет безбрачия. Поэтому я прекрасно понимаю, что я в лице определенных детей, даже не для всех, скорее всего, не для всех, потому что у каждого свой герой, и в первую очередь героем являются родители для ребенка. Я понимаю, что некоторые дети на меня смотрят и берут пример, и я всецело это осознаю. Не могу сказать, что мне от этого легче, это действительно тяжело, поскольку быть учителем — это не работа. Это не работа, это все-таки образ жизни. Поэтому, Даже так? Да. Образ жизни, быть учителем. А ответственность, она чувствуется. Конечно, конечно, чувствуется. Что вы даете знания детям. Что они будут такими, как вы их Конечно. воспитаете у себя там, в классе, в Конечно, школе. конечно. Есть замечательное русское выражение, когда учитель ест стоя, дети едят на ходу. То есть дети всецело видят в вас какого-то примера, человека для подражания. Поэтому, во-первых, тяжело, как вы уже сами подчеркнули, быть под постоянным наблюдением, но при этом я считаю, что наше дело благородное. Ну, тут я не сомневаюсь, тут нет никаких вопросов. А какие первые слова у вас бывают, когда вы заходите в класс? детям? Здороваюсь. Даже, я скажу, прежде слов я, конечно, улыбаюсь. Ага. И как это Потому что, воспринимается? Но если дети знакомы, то это воспринимается как мое доброжелательное привыкли к этому? отношение. Не И знаю. если вы без улыбки войдете в класс, это уже будет восприниматься. Заметят это? Конечно, заметят. Конечно, заметят. И бывает такое, что и без улыбки захожу. Допустим, у нас плохие результаты по контрольной. Ты же не можешь зайти с улыбкой. Понятно, Поэтому- понятно, интересно. А каких классов вы преподаете? В каких классах преподаете? А выпускные, исключительно Выпускные. выпускные. Это уже 9-й, достаточно- 11-й. Да, это взрослые люди. Взрослые, они понимают вас, у вас есть какое-то взаимопонимание. Без этого никак. Сейчас с молодыми людьми, согласитесь, сложно. Каждому нужно найти свой подход. А бывает такое, что приходится в разговоре с учениками дать понять, что вы педагог, что вы главный. Знаете, у меня, по крайней мере,
используется метод диалога. Метод диалога — это самый лучший метод, поскольку если ты показываешь свою власть, значит, ты диктатор. А диктатура не всегда воспринимается хорошо. Наши дети, вы сами вначале подчеркнули, что у нас есть и бунтари, и дети, которые не хотят принимать человека, который старше и выше по рангу. И поэтому в первую очередь должен быть диалог. Ты должен объяснить детям, что я здесь для того, чтобы вам помочь. Мне нравится ваш Когда подход. ты доносишь это до ребенка, они тебя слушают, и при этом необходимо дать ребенку понять, что вы преследуете общие цели. У меня не было никогда такого, чтобы я должен был чувствовать свою власть над детьми. Не было такого. И когда ты подходишь к детям с такими мыслями, с таким подходом, дети идут тебе навстречу. Дети идут навстречу. Потому что какому-то ребенку, наверное, нужно объяснить в жесткой форме, да? Кто-то это практикует, но я не умею это делать. Вы лучший учитель России 2022 года, обладатель звания «Народный учитель года». Что для вас это значит? Что для вас значит эта честь? Даже скажу так. Очень много. Признание моих трудов, признание всех моих усилий. Поскольку не хочу себя хвалить, но очень много работал, очень много трудился, как и многие другие остальные, но я работал на износ. Поэтому для меня это в первую очередь признание моих заслуг. И второе, это большая честь, как вы подчеркнули, быть примером в глазах остальных. Это несложно быть народным учителем года. Это не тяготеет? Нет, это не тяготеет, это дает, все относительно, как говорил Эйнштейн. Это дает стимул определенно Это вашему дает развитию? Да, это дает мне стимул поддерживать свой уровень. Допустим, у меня в 2020 году ребята лучше всех в республике сдали ЕГЭ. И я понимаю, что после того, как я получил этот титул, я должен доказывать свое имя. Поэтому в этом году я это подтвердил. В этом году снова мои ребята лучше всех сдали ЕГЭ в республике. Вы опять первые? Да. И с чем вы это связываете? Такую закономерность, я даже скажу так. Вы опять первые. Да. С чем это связано? У вас хорошие ученики или вы хороший преподаватель? В первую очередь хорошие ученики. Хорошо. Потом уже, тут, мне кажется, все звезды совпали. Но в первую очередь, конечно, это заслуга ребят. А вы как учитель? Я сопутствующий. Вы идеальный учитель? Идеальных учителей у нас в республике очень много. Очень много. Я себя идеальным не считаю. Я не умаляю свои заслуги, их достаточно много, альхамдулилля. Но в нашей республике есть люди, которые заслуживают статус идеального учителя. Я к таким людям отношу учителей, которые лет 30 назад, лет 20 назад работали с детьми, даже не работали, а посвятили себя детям, когда не было никаких условий, когда не было даже школ, были просто помещения, не было окон, не было даже столов и стульев. Но при этом эти люди работали и делали это уже бесплатно. Вот это люди заслуживают статус идеального учителя. Для меня в первую очередь они. Понятно, принимается. Что наиболее трудное в вашей профессии? Почему педагогика считается одной из самых сложных профессий в России? Есть такое тоже. Я не знаю, кто так считает. Опять-таки, мы Опросы это говорят. возвращаемся к теории Эйнштейна, все относительно. И в моей профессии я считаю самым сложным расставаться с детьми. Поскольку, подчеркну... Это когда они уходят из школы? Да, подчеркну, я веду в 11 классах, и когда мои дети уходят, мне бывает очень тяжело. Потому что То есть для вас не предмет сложный, Нет. не работа с детьми сложная. Для вас самое сложное – это прощаться с детьми, да. Отпускать их во взрослую жизнь. Потому что ты переживаешь, скучаешь, и тебе тяжело возвращаться в эти кабинеты и не видеть их. Но на их место приходят другие. Опять все по кругу. Но ты переключаешься, а переключаться всегда тяжело. Это помогает?
Не знаю. Все-таки остается некий осадок от расставания. А бывают ли такое, что ваши предметы не интересуют учеников? И как это отражается на вас, если такое бывает или такого не бывает? Я буду лукавить, если буду говорить, что не бывает. Конечно, у всех такое и есть. Алихан Динаев, абсолютно победитель конкурса «Учитель года России», когда он выступал перед нами, он сказал: если вас слушает большая часть аудитории, значит, вы добились триумфа, значит, вы победили. И невозможно быть идеальным для всех, даже если вы очень хороший учитель. Поэтому я знаю, что большая часть меня слушает, альхамдулилля. И не скажу, что я довольствуюсь этим, я пытаюсь достучаться, грубо говоря, достучаться до каждого ребенка, но я понимаю, что есть определенные упущения. А Поэтому что есть для дети, вас которые- значит быть учителем? Еще раз. Быть- Уже исходя из ваших ответов, хотелось бы услышать. Теперь, по новой. Что значит для вас быть учителем? Быть учителем — это иметь определенный образ жизни, когда ты посвящаешь себя всецело этому делу. Так, То есть все-таки это детям- образ жизни. Конечно, конечно. Хорошо, продолжаем. Какие еще средства вы используете, чтобы привлечь внимание подростков к литературе, отвлечь от телефонов? Есть такое у вас? Ну, если я не ошибаюсь, несколько лет назад телефоны были запрещены на законодательном уровне. А по поводу привлечения внимания, ну, мы сами несколько минут назад подчеркивали, что учитель является примером. Поэтому я раньше практиковал определенный метод. Я спрашивал у ребят, какую книгу они бы мне посоветовали, с какой целью, чтобы потом была какая-то обратная связь, и они спросили меня тоже. То есть я читал, и они читали. Вот была такая методика у меня. Личный пример? Да, личный пример, конечно. А это помогает? Да, это помогает. Это помогает найти общий язык? Ну, с общим языком у нас никогда не было проблем, но это помогает, конечно, это помогает. У вас, как у педагога современной школы, со своими учениками не бывает проблем? Проблемы бывают у всех. Но все зависит от того, кто как на них смотрит. А вы как? Опять-таки, я Вот извините за такие вопросы, мне интересно, какой он современный учитель? не забываю, что это мои прямые обязанности. И еще такой вопрос, Ахмед, каков он наш современный ученик? Кто для вас идеальный ученик? Идеальный ученик, так, вопросом таким я не задавался. Ну и все-таки, Для учителя все они идеальны. но не может быть такого, чтобы целый класс был идеальным. Но учитель... Никогда не думали об этом? Учитель должен говорить так. У него не должно быть любимчиков, хотя, конечно, и без этого не обходится. Признаюсь, это так и есть. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. Вспомните своего любимого ученика и любимого учителя всех времен. С чем они вам запомнились? Ну, несколько лет назад, когда я участвовал в конкурсе, был в Москве, в Тюмени, многие дети мне писали, болели, переживали, поэтому в моем случае выделить кого-то, это значит обделить остальных. Но мне кажется, многие поймут, если я назову имена двух моих учеников. Это Ислам Махмудов и Вазаев Юнус. Да, где что этих ребят сейчас нет с нами. А насчет лучшего учителя, это все-таки, наверное, будет мой классный руководитель, учитель физики. Когда я стал учителем, я начал слышать, что физика — это сложный предмет. А в школе, когда я учился, моим любимым предметом как раз-таки была физика. То есть для меня она была очень легкой. И потом я понял, что это благодаря этому человеку, который все в доступной форме преподносил очень-очень сложные вещи. Вы сами где учились? Я учился в Удурмесе, я учился и в Наурском районе. Но в Чеченской республике. Да. А вуз какой заканчивали? Наш, чеченский, Наш педагогический. чеченский. И тут такой вопрос. В заключение. Не могу не спросить. Вы участвовали в конкурсе «Лучший учитель года». Вот как это все происходит? Можно вкратце? Интересно. Стать лучшим, это дорого стоит? Да, это очень большая заслуга. Стоит признать. Вспоминаю интервью одного из абсолютных победителей.
ему задали вопрос, определяет ли конкурс лучшего учителя. Он сказал, ну, лучшие учителя сейчас дают уроки, а конкурс определяет самого представительного. Поэтому конкурс, да, конкурс определяет очень хорошего учителя, однако в первую очередь это общая картина. Определяет человека, который должен будет выйти к народу и сказать, я такой учитель. Это должен быть харизматичный, умный, начитанный, эрудированный человек. А это помогает вашей профессии? Конечно. Участие в таких конкурсах? Конечно, это поднимает престиж учителя. Хорошо. Смотрите, у вас есть 30 секунд, если вы желаете поздравить учителей с Днем Учителя, своих коллег. Прошу. Так, куда нужно смотреть? Камера ваша. Дедек Дойл, мастер, в первую очередь хочется сказать, что вы настоящий герой нашего времени. У Островского есть замечательное произведение «Как закалялась сталь». Это произведение, мне кажется, актуально как никогда. На сегодняшний день у нас очень много актуальных проблем, не только в образовании, но и во всем мире, в принципе, много проблем. Но вы люди, которые продолжают делать то, что делали до ныне. Это готовить прекрасное будущее. Дейлрейс Хилшун за ваш труд. Да, это большим. С праздником, коллеги. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Математическая школа номер 1» имени академика Хамзата Ибрагимова Ахмед Ламаркаев. И напоследок, дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И могу добавить лишь одно. Не болейте, будьте здоровы. С праздником, дорогие учителя!